Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 26 февраля в нашей истории. 26 февраля 1921 года советская власть победила в Гудауте. 26 февраля 1931 года состоялся 9-й, последний сход, вошедший в нашу историю как Дурипжский. Собралось до 4000 человек. На нем присутствовали председатель ЦИК Абхазии Нестор Лакоба, первый секретарь ЦК КП Грузии Самсон Мамулия, председатель ГПУ Закавказья Лаврентий Берия. Выступавшие на сходе требовали отмены всех кампаний, проводимых советской властью. Крестьяне, которые выступают на этих сходах, ораторы, они говорят о том, что колхозы уничтожили Россию, русских крестьян. А что говорить о нас? Это вот дословно есть в донесениях. Лакоба потом поехал в Москву, заверил народ, что он попытается решить проблему. И когда он вернулся, что коллективизация в Абхазии на самом деле пошла не так, как везде. Но нужно сказать, что потом Лакоба по возможности он смягчал этих репрессий. Ну, были они, но они не носили массовый характер. Того же Сита Ибжноу, которого Лакоба очень любил, по сути, это был его человек, и об этом все знали. Но он же его сохранил. И только в 1937 году его арестовали. И по делу лакобовцев, вот в Абхазском театре, где 13 человек были осуждены, в числе них был Сит Ибжноу, которого тоже расстреляли. Поэтому вместе с Василием, Михаилом Лакоба, Ладария, Самсоном Чанба и так далее. 26 февраля 1993 года жительница оккупированного Сухума Людмила Тарнава записала в своем дневнике. Проснулась в 3 часа ночи от плохого сна, каких-то странных перебоев в сердце. Я ведь еще не поправилась от острого бронхита. Думаю, надо дневник переправить как-то на ту сторону. Могу умереть внезапно, погибнуть, и тогда он не попадет по назначению, к моим. Нет дров, нет кипятка, нет горячей еды. Сегодня пока есть одна кукурузная лепешка и открыла банку консервированного перца. Опять возобновились у меня слуховые галлюцинации. Плач, причитания, так явственно и чисто слышно. Ужасно неприятно. 26 февраля 1993 года ширина наступления грузинских войск на Восточном фронте была увеличена от села Тамыш до реки Кадор. В итоге ширина наступления была практически на всем протяжении Восточного фронта. 26 февраля 1993 года министр обороны Российской Федерации Павел Грачев посетил российскую военную базу в Гудауте с инспекционной поездкой. По мнению наблюдателей, эта поездка выявила серьезные намерения России частично компенсировать утрату стратегического военного плацдарма на Кавказе за счет формирования нового мощного эшелона вооруженных сил на территории Северокавказского военного округа. В случае обстрела, нападения на любую воинскую часть, на любой охраняемый объект российских вооруженных сил, принять все меры по огневому воздействию по нападающим и недопущению захвата любого объекта российских вооруженных сил. 26 февраля 2002 года на внеочередном съезде движения «Возрождение» принято решение о нецелесообразности участия в парламентских выборах кандидатов от этого движения. На съезде принято решение добиваться признания выборов недействительными и назначения новых выборов в Народное собрание. Одной из причин, побудившей представителей ОПД «Возрождение» не баллотироваться в депутаты, стал отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации 8 кандидатам от «Возрождения». 26 февраля 2006 года в Абхазии создано новое общественно-политическое движение «Молодая Абхазия». 26 февраля 2008 года Сергей Багапш выступил за правовое решение вопроса Комитета спасения Абхазии, созданного в период военного конфликта с Грузией 1992-1993 годов. А 7 февраля 2008 года председатель Социал-демократической партии Абхазии Геннадий Аламия, сопредседатель Форума народного единства Абхазии Даур Аршба и заместитель председателя движения Аруа Вадим Смыр потребовали судебного расследования деятельности Комитета спасения Абхазии, созданного во время грузино-абхазской войны. 26 февраля 2011 года подал в отставку вице-премьер правительства Абхазии Даур Тарба.
26 февраля 1961 года родился Владимир Эрлих, заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2005-м защитил докторскую диссертацию по теме «Северо-Западный Кавказ в начале Железного века. Протомиотская группа памятников». С 2003-го принимал участие в российско-абхазской экспедиции на территории села Нижняя Эшера. Автор более 180 научных работ по археологии Кавказа эпохи поздней бронзы и раннего Железного века. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 26 февраля в мировой истории. 26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. 26 февраля 1878 года с легкой руки французского филолога Литтре появился термин «микроб». 26 февраля 1935 года изобретатель Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания радара. 26 февраля 2001 года в Афганистане были уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 26 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура плюс 3 градуса в 2012 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.